Дорогие друзья, якутяне, столкнувшись с тяжелейшими рисками и угрозами здоровью людей, мы должны сделать ответственный шаг и начать преобразование в обществе для сохранения и приумножения благополучия якутян. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека. Нет ничего важнее, чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 год в Республике Саха-Якутия годом здоровья. Уважаемые сограждане, события уходящего года заставили нас по-другому взглянуть на многие аспекты жизни, задуматься об истинных ценностях. Совершенно новую значимость приобретает сплоченность и взаимовыручка, умение сопереживать, первостепенной ценностью, от которого напрямую зависит самочувствие и благо каждого человека, становится доверие. Сегодня наша сила в том, чтобы избежали многих самых острых кризисов доверия, которые сейчас испытывает, к сожалению, весь мир. Мы сумели сохранить реальную, а не декларативную веру в светлые идеи. В нашей стране, у нас в Якутии, взаимное доверие было и остается необходимым, востребованным качеством. Доверять товарищу и действовать сообща – это жизненный закон, следуя которому поколения якутян живут на нашей суровой родной земле, сохраняя и развивая ее. Уверен, мы и должны и дальше укреплять это неоценимое наследие наших предков. Открытость, честность, искренность нам надо ценить выше любых богатств. Надо создавать экономику доверия, где репутация становится самой ценной инвестицией. И, конечно, повышать доверие граждан к власти, снимая преграды в коммуникациях, разговаривая с людьми напрямую, честно и открыто. Дорогие друзья, я верю, что мы преодолеем все трудности и небывалые проблемы этого года останутся в прошлом. Верю, что в наступающем году мы вернемся к своей обычной жизни, по-новому оценив простые и такие важные ее стороны – учебу и труд в свободном общении, дружеские встречи, наши праздники. Верю, что время перемен откроет новые горизонты для родной республики, для всей нашей страны. Я говорю сердечное спасибо каждому жителю Якутии за стойкость, за мужество и ответственность, которую вы проявляете каждый день этого крайне непростого года. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» неоднократно освещала деятельность общественника, члена партии «Единая Россия», инвалида первой группы по зрению Сергея Петровича Хромова. Он уже не первый год добивается создания медицинского учреждения на первом этаже многоэтажного дома в ходе строительства. Примером для Сергея стала стратегия строительства бывшего мэра столицы, а ныне главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. В свое время, в связи с нехваткой в Якутске детских садов и школ, Айсен Сергеевич начал их размещать на первых этажах новостроек. Время показало правильность такого решения, ведь численность населения столицы республики растет. Это пример дома, который я вам предлагаю. Строительной компании АО ДСК. Возводится он за 24 календарных месяца. На первом этаже здесь запроектирован изначально соцкульбыт с хорошими широкими лестницами, входными группами, пандусом для маломобильных граждан. Это очень важно при проектировании, и то, что это сделано. Вот он, у нас в городе, он работает. Хорошие парковочные места, красивый, чистый, удобный, комфортный. В таком доме будет поликлиника в каждом районе нашего города. На первом этапе Сергей обратил внимание на земельный участок в районе Залога в Якутске, который находится в собственности Республиканского общества слепых. Здесь много лет стоял заброшенный дом культуры общества. Заручившись поддержкой застройщика, попробовал было убедить общество в целесообразности строительства объекта с получением на первом этаже 400 квадратных метров для нужд организации. Рассматривались и другие варианты. Однако общество слепых идею не поддержало. Первый проект, который я предлагал, именно здесь, на данном земельном участке, сделать многоквартирный дом с соцкульбытом на первом этаже. Ура, ура, ура! Чудо свершилось! Площадка очищена. На месте старого клуба общества слепых будет скоро построен большой многоквартирный дом. Сергей не стал сильно огорчаться и создал новый проект.
В Заложном районе столицы Якутии есть участки, принадлежащие республиканским ведомствам. При поддержке одного из них расчистил площадку старого сгоревшего дома и обратился в городское общество инвалидов, предложив инвестиционный проект, по которому республиканская земля передается под строительство жилого дома, на первом этаже которого планируется создание делового центра для инвалидов. Сейчас эта площадка принадлежит акционерному обществу ДСК, которое официально участвовало на торгах в ноябре 2019 года и выкупила в аренду на период строительства данный земельный участок за 21 миллион рублей. Итого, данная строительная компания сейчас строит здесь многоквартирный жилой дом без социальных объектов. К сожалению, многие государственные земли и участки в достаточной мере не контролируются государственными чиновниками. Поэтому Сергей поднимает вопрос об участке по улице Чкалова, где уже много лет находится УПК «Инвалидов», которому эта земля отдана безвозмездно, но с условием предоставления работы для инвалидов. При этом УПК практически стал частной компанией, в которую входят различные предприятия и юридические лица, не приносящих доход государству. Мы находимся на площади Ленина у здания правительства республики. И очередной раз Сергей Петрович Хромов обратился туда. То с 11 января текущего года по 18 февраля текущего года меня лично принимал председатель правительства Андрей Владимирович Тарасенко 3 раза за месяц с участием министра строительства, имущественных отношений и министра здравоохранения. На этих встречах я сделал доклад по реализации социальных проектов в районе Залога на земельных участках, принадлежащих нашему правительству, которые используются неэффективно. Что вы предлагаете? Но вот проект, который согласовала Елена Борисова, министр здравоохранения Республики Саха-Якутия, по потребности нашего Минздрава, это филиал поликлиники в районе Залога необходим и отделение глазной больницы дополнительное. И слабовидящих людей у нас в республике по статистике на конец 2020 года 82%. То я привез документы, что уфимские врачи готовы обучить наших якутских медиков современным технологиям по улучшению зрения, профилактике, диагностике. Есть люди, которые подтвердили, которые готовы оплатить все счета по транспортировке людей, гостиницы, питание, обучение, покупки оборудования, препаратов. Я хотел бы узнать, так что там будет? Филиал нашей глазной клиники на Свердлова, но это будет узкопрофильное специализированное детское отделение. Объекты, которые могут быть построены за 2 года, начиная с сегодняшнего дня, не требуют бюджетного финансирования. Документы все от инвесторов и застройщиков предоставлены, что они имеют мощности, финансы реализовать и принести пользу нам, жителям Республики Саха-Якутия. Потому что посмотрите, в каких мы суровых условиях живем. У нас перепад температуры 100 градусов. Я думал, что так как меня поддерживает наш лидер России Иван Луцкан, начальник офтальмологии города, министр здравоохранения Елена Борисова показала высочайшую потребность в клинике глазной, которая нужна нашим якутянам. И была приятно удивлена, что одна из ведущих строительных компаний готова в кратчайший срок построить и передать в правительство, чтобы эта клиника была государственной, и мы, якутяне, проходили лечение по ОМС, все бесплатно, чтобы нас государство заботилось. Пришел 3-й раз на заседание, на личный прием, то я, честно говоря, рассчитывал, что несколько площадок, которые я предложил, хоть одна из них будет реализована, но получил просто позорный отказ, так как министр имущественных отношений Иванов и министр строительства Калачанов предоставляют недостоверную информацию второму лицу самого большого субъекта Российской Федерации, председателю правительства Андрею Владимировичу Тарасенко. Дают документы, пользуясь геопорталом города Якутска, устаревшим, пользуются телефонами, предоставляя информацию председателю правительства. Я просто не понимаю, как так? Не могут выйти, пройти километра, лично посмотреть. Изучили 2 участка в Залоге, это какие? Это Матросово 2. Участок состоит из 2 частей. Половина принадлежит Министерству имущественных отношений, вторая половина принадлежит городу Якутску. Мы находимся в городе Якутске по улице Матросова 2. Я стою на государственной земле, которая принадлежит МИЗО РСЯ. А именно, с правой стороны от меня находится объект, от которого завтра, 15 числа,
Иванов Евгений, являющийся арендатором САТО, отказывается от данного строения, потому что оно рушится, и надо его признать аварийным и демонтировать. Сзади меня, посмотрите, пожалуйста, стоит объект, 1000 квадратных метров арочник. До этой съемки мы сюда приехали, здесь разбежались мигранты. Сан Сергеевич молодец, что закон недавно издал, которые ответили нам следующее. Мы платим напрямую в МИЗО. Объект не зарегистрирован, является самостроем, стоит на государственной земле. У меня вопрос. Кому мигранты платят в МИЗО Республики Саха-Якутия и на каком основании на государственной земле стоит самострой уже лет 5-6, который используется не по назначению, нигде не учтен? Второй участок. Это Чекалова 28, на котором уже долгие годы находится один гражданин, который зарегистрировал 3 юридических лица. Напротив 3-я школа, зона жилой застройки, там детишки учатся. А в этих зданиях якобы пилорама, типография с ядохимикатами и типа швейный цех, который в пандемии никакой пользы нашим медикам не принес. Сергей хочет сделать заявление, наверное, заинтересует не только жителей Залога, у кого есть свои земельные участки, но стоит выслушать. Жители города Якутска, преимущественно Залога в первую очередь, мы готовы собрать заявки и при поддержке одной из ведущих строительных компаний города выкупить ваши земельные участки. Участки интересуют большие, 40-50 соток. На них будут построены многоквартирные дома с социальными объектами на первых этажах. Якутяне, звоните нам по телефону 753-111. Мы принимаем заявки на выкуп ваших земельных участков. Одно непонятно, как можно 2 месяца человека оставлять в ожидании, а потом очень так легко и спокойно отказать. При этом могли сделать это заранее. Может быть, тогда человек обратился бы к жителям республики, города Якутска уже заранее. Если вы собственник земельного участка в городе Якутске, желательно от 40 соток с необходимой зоной застройки, и вы желаете участвовать в проекте «Социальные объекты для столицы Якутии», мы постараемся выкупить ваш участок. Телефон 7914 2 753 111. Пишите в WhatsApp или обращайтесь на сайт Округ ТВ.